Гладиаторы и хищники, две лучшие команды Ингушетии по боям без правил, представляли республику на всероссийском турнире. Схватки были бескомпромиссные, спортсменам пришлось выложиться по максимуму. Как же иначе, ведь приехать на родину без победы никто и не планировал. Победу одержал боец синего угла Плив Мухаммад по прозвищу Кал. Ингушетия, бойцовский клуб «Хищник». Эти состязания для Мухаммада Плиева стали еще одной ступенью в спортивной карьере. Заниматься единоборствами он начал 3 года назад. На счету уже 3 профессиональных боя, без поражений. Интерес к боевым искусствам возник еще в детстве, когда с мальчишками частенько выясняли, кто сильнее. Осознав, что напрасно тратит силы, Мухаммад решил окунуться в спорт. Именно к этому бою наш тренер Гирихан Шибилов подготавливал месяц. 2 тренировки в день у нас было очень хорошо в плане функционально, выносливость. Хорошо подготовились и достойно выступили. А какой весовой категории выступал ты? Я выступал в категории 66 килограмм. На взвешиваниях, до взвешивания, я согнал 4 килограмма, подогнал вес и на следующий день выступили. 3 хищника в команде одержали верх над своими оппонентами. До состязаний каждый из них имел представление о противнике, поэтому к встречам готовились усердно. Соперник был из Кабардино-Балкарии. Он был местный, с клуба Эльбрус Нальчик. Он хорошо дрался, но вот мы нашли то, что у него борьба не так уж и хорошо потянутая, и начали с ним бороться. Но так соперник был очень сильный, хороший соперник. А твой соперник знал о тебе? Он знал, да, тоже готовился, но все-таки, кажется, я больше в труда вложил и поэтому смог одержать победу. А какие его минусы ты подчеркнул бы? Он отдавал ноги, я делал проход, он поджимал его к сетке, все время выбрасывая руку вперед, и потом делал проход и дальше работал в партере. Бои с минимальными ограничениями, так можно назвать ММА. В арсенале бойца ударная техника руками, ногами, захваты и броски, болевые удушающие приемы. В современном мире единоборств бойцы ММА успешно выступают на соревнованиях по кикбоксингу, боевому самбо и рукопашному бою. Io теж кевен се жидо да чуга урсо. Цута юх девишу камелде. Тамо гэнг шимбити гичи. Цата ханина. Эшт арвен. Цуанес да ожусо. Пришеду сутико. Быстро, четко, стремительно. На то, чтобы атаковать и нокаутировать соперника, тренеры бойцам дают, как правило, от 2 до 4 минут. Наставник подводит итоги. Ребята вернулись с отличным результатом. Уверен, что в будущем подобные турниры они проведут с легкостью. Второй этап отсеиваются более слабые, более сильные остаются. Сейчас уже, как говорится, посложнее. Ну и на этом втором этапе они тоже хорошо выступили. 5 боев они выиграли. И вот мои 3 боя выиграли. Как бы из 19 боев 8 боев выиграли ребята с Ингушетии. Уверенность, конечно, она не может быть стопроцентной, но я был уверен в том, что ребята выступят достойно. В своих бойцах, если ты не уверен, то их возить туда не надо. Просто смысла нету пушечное мясо возить на растерзание кому-то. Начинающим и подающим надежды ингушским триумфаторам отдыхать еще рано. Впереди у них 3-й этап соревнований, который пройдет в июле в Нальчике. Готовиться к турниру спортсмены начали сразу по приезду домой. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Истрапил Чехкиев, Новости 24.